Ну что ж, наступил декабрь, время волшебства и ожидания чуда. А наша задача, конечно же, это чудо делать нашим детям. После такого долгого времени пандемии, вот эти 2 года, когда мы все сидели, даже праздники, утренники отмечали онлайн, сейчас у нас есть ожидание действительно большого чуда, и мы заинтригованы, потому что вы это чудо хотите нам показать и устроить. Давайте немножко подробнее о вашем проекте. Да, это проект вообще, это вообще чудо. Новый год это что такое? Это чудо, это волшебство. Вообще для меня ассоциация Новый год. Я до сих пор ребенок. Все мы в душе дети. Нет, даже не в душе, потому что для мамы я всегда ребенок. Неважно, сколько мне лет, сколько-то я все равно ребенок. А как ребенок я всегда что-то жду. Правильно? Да. И вот, допустим, у меня в детстве был Копперфильд. У вас? Что был? Копперфильд. Нет, я даже не знаю, что это. Да. Дэвид Копперфильд – один из самых популярных иллюзионистов современности. Его имя стало нарицательным и ассоциируется с волшебством и чем-то невозможным. Ореол тайны Копперфильд сохраняет не только вокруг трюков, но и своей личной жизни, что только подогревает интерес. В 1984-м Копперфильд перелетел через Гранд-Каньон в штате Аризона, после чего левитация стала неотъемлемой частью представлений фокусника. Еще один трюк Дэвида, проход сквозь Великую Китайскую стену, был исполнен в 1986-м. Кроме того, на глазах изумленной публики Копперфильд устраивал исчезновение вагона Восточного экспресса, побег из взрывающегося здания и знаменитой тюрьмы Алькатрас. Мы раскрыли наши карты, наше чудо будет основываться на волшебстве и фокусе. Я думаю, мы должны создать героев, образы героев. Что такое Новый год? Это Дед Мороз, наш Чингис-хан и наш фокусник. Так, теперь о фокусниках. У нас уже несколько раз это прозвучало, то есть мы раскрыли карты, это будет фокусник. Да. Скажите, а кто к нам придет, кто покажет фокус, волшебство и чудо? Да, его зовут Илья Ларионов. Здесь появится человек, в руках которого ключи от вашего восторга. Илья Ларионов, мастер иллюзий, менталист, дал более 3000 представлений по всему миру, обладатель премии «Артист года» в оригинальном жанре. Я с удовольствием объявлю человека, которого мы выбрали, который просто нас обаял. Это Илья. Илья, ты первый. Илья Ларионов проходит в финал! Финалист телепроекта «Все, кроме обычного». Выступал перед 6 президентами одновременно. Имеет более 300 взрывных фокусов в арсенале. Илья Ларионов. У нас сегодня есть уникальный шанс познакомиться с Ильей. Давайте все-таки немножко о том, что именно наполнение мероприятия. Сколько будет длиться? Я думаю, академический час будет, час 30, час 40 будет, потому что еще нашему Илье еще туда наполняется ребята-роботы. Это вот тоже из мирового тура ребята тоже, и у них тоже время. Как-то так получилось, в том, что у всех, как у нас, для нас это чудо, у всех как-то время совпало с нашим мероприятием. И сюда приедут еще ребята световые роботы. То есть это для детей, это большие 2-метровые роботы. И также Майкл Джексон будет. Ну вот, сейчас начинаем все раскрывать. Это будет, я говорю, это будет... Просто это будет феерично. Да. Да. А где? На какой площадке? В Полтиннике. Еще это будет 50 лет Победы в спорткомплексе. 4, 5, 6, 7 будет. Января. Да, января. Ну что ж, мы ожидаем, а для того, чтобы немножко приоткрыть эту занавесу тайны, мы все-таки встретимся с этими гостями заранее и специально для вас узнаем о некоторых волшебных номерах, которые будут совсем скоро, уже в январе. Я поговорила с Дмитрием, и он рассказал о своей мечте и ее реализации, и то, что вы основная часть этой идеи, то есть реализации волшебства в нашем новом 2023 году. Расскажите, с каким проектом вы приехали и вообще как вы оказались у нас в Якутии? Это удивительная история. Я заразился эмоциями Димы.
его желанием подарить в каждую семью вот это ощущение необычное. Потому что мы все живем впечатлениями. Моя бабушка до сих пор показывает мне фотографию с верблюдом, которую она сделала, когда была молодой. Это было яркое впечатление в ее жизни. И также человек, он вспоминает свою жизнь яркими впечатлениями. И я увидел горящие глаза Димы, он говорит, давай сделаем шоу, это будет фокусы, это должно быть что-то такое невероятное. Это будет большое пространство. И он меня вдохновил вот этим. Я подумал, да, действительно, это что-то новое, это адреналин, это эмоции для меня. И хочется внести через свое искусство иллюзии, потому что это своеобразный язык, которым я общаюсь с миром, семейные ценности, показать детям, что этот мир не так уж прост, что вокруг нас очень много необычного, непознанного. Это чудо у нас будет благодаря вам, Алексей. Я знаю, что немножко забегая вперед, то, что вы, оказывается, то есть вы друзья, вы дружите, встречались на форумах. Расскажите о вашей дружбе и о том, как вы вообще связались. Ну, вообще, я хочу рассказать о том, что слава Богу, что Дима вдохновился моим творчеством и пригласил фокусника, да, иллюзиониста. Вообще, такие мысли у меня посещали давно. Пригласить из Центральной России фокусника и сделать совместный проект, да, и ежегодно показывать трюки. И, я сам не организатор, я просто исполнитель. И ребятам я говорю, продюсерам, они, ой, пригласить, это сложно, сколько. И Дима позвонил, Дима позвонил, кого предлагаешь? Я ему список дал, кто мне нравится. Он говорит, ай, что так много отправил? Давай самого крутого, да, одного. Ну ладно, быка за рога. И он позвался. Я ему сказал, Илья Ларионов, это самый креативный иллюзионист нашей страны. Самой нашей страны. И ведущий телепередачи «Битва экстрасенсов». Еще была «Школа волшебства». Давайте от слов к делу, наверное, перейдем. Я покажу вам одну небольшую иллюзию. Это дрожжи. Но на самом деле это колода карт. И Я моргнула или что? я немножечко залезу к вам в сознание. Назовите любую карту. Здесь 52. Любую, кроме Джокера. Дело в том, что я в картах не разбираюсь. Давайте король, есть же такой. Есть такой Да. король. Осталось только определиться с мастью. Это сердечки, квадратики, лопаточки или крестики. Лопаточки, не Квадратики, знаю. давайте квадратики. Квадратики. То есть красный квадратик. Это король Бубей. Красный квадратик, король. Красный квадратик. Король Бубей. Очень интересно. Вы же назвали эту карту просто знаю, из как. головы. Да. Просто из головы. И во всей колоде. Во всей колоде. До того, как я зашел к вам сюда. У меня одна карта была перевернута. Одна. Мы с вами не договаривались. Но это король Бубей. Здорово. Моргнули Ничего опять. себе. Не, интересно, как это вот иллюзия? Видите, это называется ментальная магия. В магии есть разные направления. Все думают, что фокус — это что-то одно, но это и ловкость рук, это и способность создавать иллюзию чтения мыслей. Видите? И вот так шоу и создается из разных вкусов. Это как блюдо. Ты не можешь есть постоянно сладкое. Нужно кислое, соленое, горькое. И также и волшебное шоу. Мы создаем из разного типа иллюзий, где будет и чтение мыслей, и какие-то визуальные номера, и очень много интерактива. Мы будем общаться с нашими зрителями. Поэтому у всех будет ощущение вот такого эмоционального насыщения. И самая большая похвала для волшебника — это когда говорят, такого не может быть, это подстава, как будто бы мы с вами договорились. Но вы-то знаете, что нет. Да. И у вас вот эти эмоции, они искренние, они где-то внутри произошли. Ну как это возможно? Я назвала карту, которая была перевернута. Кто это? Это я читаю мысли, это я прогнозирую будущее, или это каким-то образом было заранее вызвано другим человеком? И вот этот вопрос, который каждый себе поставит после шоу, а я ли являюсь причиной вот этого волшебства, которое происходит в моей жизни? Или оно действительно происходит со мной извне? Он будет жить с гостями нашего шоу на протяжении, я думаю, всей жизни. Это здорово. Скажите, а вы также будете с публикой работать во время вот новогоднего шоу? Да. Со зрителями? Да? Не Конечно. только показывать, но и общаться. Для меня Обратная важно, связь. чтобы зрители становились звездами шоу. Кто-то будет выходить на сцену,
какая-то магия будет происходить прямо вот вблизи, мы будем транслировать это на экран. И у каждого будет возможность прикоснуться, вот так потрогать. Потому что одно дело это сидеть, и где-то что-то происходит на сцене вот там. Да, К действительно. этому всегда меньше доверия. Но когда это происходит вот здесь, рядом с тобой, ты, наверное, часто слышал, да? Многие говорят, ну я по телевизору видел это одно. Или когда там я сидел вот на сцене, это как-то вот, ну, нет доверия. Но когда ты вот так вот ко мне проникаешь в мое пространство личное, и здесь происходит волшебство, ну, это запоминается на всю жизнь. правда. Это как я много видел, ну, я же показываю фокусы с голубями, с птицами. До этого, когда я этим не занимался, с птицами, я видел в интернете, в Ютубе и тому подобное. И это особо меня не впечатляло. Потом я на форум иллюзионистов перешел, вышел иллюзионист Сергей Ступаков, и я вживую увидел, как он проявляет этих голубей. И у меня все... Впечатление на всю жизнь. И мне надо этим заняться. Я бы никаких денег не пожалел бы снова увидеть это шоу. Были такие эмоции. А давайте мы и вас Кстати, про попросим деньги. сделать шоу. Сейчас, немножко, Кстати, ты чуть-чуть. сказал про деньги, да? Вот обычная просьба у людей, это, ну, всегда, да, а можешь превратить мои 100 рублей в купюру побольше? И дают, это прям, почему-то люди ассоциируют волшебство с обогащением, да? Я Есть специально, такое, да. я специально чуть-чуть позасучил рукава. Если вы посмотрите очень внимательно, то мы можем превратить 100 рублей Да ну, О, в 1000. как это выгодно. Держи. о. Когда мне говорят, удвой мои деньги, да, я говорю, я могу взять ваши деньги и не удвоить их, а сделать так, чтобы они у нас что сделали? Чтобы они у нас исчезли. Я могу только так делать. Проявлять, удвоить. Еще выгоднее. Да. Но по просьбе я могу это сделать спокойно. И На наших глазах. Из 100 рублей мы получили 5000. Приходи в каждую семью, Все, это ваша Приглашайте, миссия. приглашай всю семью. Пусть они дадут тебе 100 рублей, а ты будешь делать им такой билет на всю семью, на наше А я не шоу. буду спрашивать, как это у вас получилось, пускай это останется тайной и нашей пищей для размышления и вдохновения. А возможно, для кого-то это станет новой мечтой, Да. новой профессией, потому что я в детстве как-то увидел фокусника, и после этого понял, что, возможно, я с этим свяжу свою жизнь. Илья, конечно, меня мои зрители не простят, если я не задам вам вопрос о битве экстрасенсов. Всего там более 20 сезонов, вы ведете 2 последних сезона. Расскажите, как вы туда попали и ваши ощущения, эмоции, когда вас позвали. Вы как иллюзионист, скорее всего, больше как скептик, или как ваше отношение к такой магии, к вот реальной? Да, я наблюдаю за частотой процесса, чтобы экстрасенсы не использовали технических средств, которые сейчас доступны и выходят. С помощью них можно, ну, в буквальном смысле читать мысли. И так как мы очень много путешествуем, знаем о всех новинках, то, конечно же, у меня есть способность замечать какое-то мошенничество, если оно происходит. Соответственно, я испытываю настоящие эмоции, когда экстрасенс попадает в такие факты жизни человека, о которых он никогда не говорил. И это впечатляет. То есть, когда вот он перед тобой. К сожалению, эфирное время передачи ограничено часом, там 1:20, по-моему, идет, но снимаем мы практически сутки. И из-за этого нужно сделать такую выжимку. Естественно, входит не все то, что происходит. Самое впечатляющее, да? Да, да, но, к сожалению, эфирного времени не так много. И когда перед тобой разворачивается ритуал, неизвестный тебе, это очень интригует, смотреть интересно, необычно, это другой мир. И вот мы вчера размышляли об этом, что, с одной стороны, мы, как волшебники на мероприятиях, пересекаемся с какими-то добрыми эмоциями, да, там же ты имеешь дело с трагедией, потому что люди, Да. испытывающие трагедию, обращаются на программу, которые не могут разобраться, распутать историю. И вот экстрасенсы выдают свои версии.
И вот когда послушаешь 2-3 версии, ты уже начинаешь понимать всю картину происходящего. И герои тоже начинают это все складывать у себя в голове. И, соответственно, Делать выбор. да, делать Что выбор. верить. И я на самом деле вижу, как у них гора с плеч у многих. Мгм. И вижу, что вот в том, что мы помогаем вот так героям, обратившимся на передачу, есть тоже очень большой смысл. Вот. И с одной стороны это мистика, да, с другой стороны это вот такая помощь людям. Мгм. Ну а вы сами, вы поверили в магию, в экстрасенсов? Вот это очень интересная история. То есть я когда смотрю, прям вот веришь. Потом начинаешь сомневаться, когда не видишь. Это то ли какая-то особенность психики, что вот когда это происходит перед тобой, ты не видишь подлога, подвоха, это все вот так вот в чистую. Потом проходит, думаешь, ну нет, не могло же так быть, не могло. Находишь какие-то опровержения сам себе, опять не веришь. Потом опять на съемках, опять сталкиваешься, это настолько удивительно, думаешь, опять верю. И вот это вот так волнообразно в моей жизни происходит. Я, конечно, могу понять людей, которые смотрят проект и имеют разные отношения к нему. Ну, там, о, не верю, это все подстава, это все по сценарию. Я могу их понять. Вот. Но когда ты видишь, что действительно там происходят вещи вообще никак не по сценарию, там кто-то просто убежал, и 5 операторов за ним, один чуть ли не ломает ногу, и это такое реалити, То лайф. есть вы пока еще как наблюдатель все-таки все равно, вы не можете сказать 100%, верите вы или нет? Да, я до сих пор в Наблюдатель. процессе того, чтобы в этом самому разобраться. Мгм. Ну, Вот. удобная позиция. Ну, я вам скажу, что мы как народ Саха, вот коренной народ, который здесь проживает в Якутии, у нас всегда был шаманизм, язычество, и мы больше верим, чем нет. Ну вот у нас даже, несмотря на то, что время такое современное, да, христианство, много, православие, и многие прям не скажут, что мы верим в шаманизм, но никто громко говорить не будет. Потому что аи денбар, аи, то есть, как это сказать, Сокровенное. Алексей, подскажите. Ну, это сокровенное наше, которое мы эмоционально нигде не передаем. Да, как бы не сглазить, Да. например, да, вот Ага. аи. То есть кто-то могут услышать, могут как бы наказать даже, да? Или это такая тема, которую лучше не затрагивать, и у всех внутри к этому Тонкая, отношение очень тонкая трепетное тема. очень. Ага. Мгм. Вот. Так, и, конечно же, ваше впечатление. Вы в Якутии впервые. Я знаю, что вы здесь всего лишь один день, да, сутки, даже, наверное, меньше. Сутки. Но что-нибудь вам удалось уловить? Как-то, даже те же самые морозы, да, наш бренд «Холод». Как вы... Он сейчас мечтает якутский фонтан сделать. Вы еще не сделали? Я Сделали? вчера это сделал. да? Я вчера сделал. Я вскипятил, и 3 кружки я вылил на улицу. Но это магия. Ну, прям это выглядит как магия, И действительно. при том, что сейчас у нас температуры очень даже комфортные, так ведь? 32, 33, 37, 41 было, да, вчера? Это Да. еще пока цветочки. А у меня есть, оказывается, очень много подписчиков в соцсетях из Якутии. И они, когда увидели, я сделал температуру минус 41, у меня сразу: а ты в Якутске, что ли? Ты в Якутске? Я говорю: а что ты тут делаешь? Я говорю: мы будем делать шоу, мы готовимся сейчас в январе. Да, ты что? И вот для меня было удивительно, что столько много человек следят за моими передвижениями. Но я наслаждаюсь общением в основном. Я вижу, насколько здесь искренние люди, они меня подкупили. Во-первых, очень красивые девушки. Вот с кем меня Дима не знакомил, вы все как будто с конкурса красоты здесь собрались. То ли Мороз вас так сохраняет в такой идеальной форме. И без фальши, люди без фальши. Вот это, конечно, отличает вас от людей из центральной России. Мгм. А когда вот вам пришло такое предложение приехать в Якутию, ваши первые впечатления? Ну вот все сразу вспоминают бриллианты, холод. Может, у вас что-то еще было? Страшно. Мне было страшно ехать. Я купил унты такие. И когда увидел, как тут вы одеваетесь, я думал, ну как же вы выдерживаете этот мороз? Я подготовился, прям, правда, практически там чуть ли не в 3 пуховиках приехал. Но когда понял, что мороз здесь комфортный, наверное, уже в январе приеду сюда с семьей и не так, без такой тяжелой артиллерии на себе. Вы с семьей планируете приехать? Да, Мгм. хочу Здорово. дочке показать Якутск. Круто. Ну и давайте все-таки вернемся. Наша программа была посвящена шоу, которое предстоит, будет с 4 января по 6 января. 4 по 7 января. Да. Вот, мы сказали, обозначили, что, конечно же, будет общение с публикой, да, с детьми. Это будет у нас на очень большой площадке. Что еще ожидать? Ожидать подарков.
Вот вы сказали, вот Дмитрий ранее говорил то, что были сделаны точные замеры. Вы сюда приехали с целью, да, вот познакомиться Да. с площадкой. Посмотреть площадку, посмотреть, какие возможности мы можем из этой площадки, так скажем, реализовать. Мы хотим использовать ее по максимуму, так чтобы люди, пришедшие, они получили и даже больше, чем ожидали. Поэтому, наверное, нужно готовиться к тому, чтобы получить больше, чем будут ожидать. Я скажу более. Вот когда меня приглашают на самых разных мероприятиях, я показываю свои номера, и они говорят: Алексей, в следующем году как вы сможете этот номер переплюнуть? Мне так говорят. И наш Илья покажет это свое самое крутое эмоциональное шоу, вы увидите. И у вас будет такие... После волшебных номеров у человека как будто очищается душа. И сознание очищается. И за такими эмоциями надо переходить и ловить этот момент. Не будет коробок, не будет чего-то большого, потому что это всегда вот выглядит немножко странно. Будет искреннее, настоящее, будет много общения, и будет настоящее волшебство, вот такое, настоящее. Ну что ж, я так заразилась всей вашей энергетикой, вашими волшебными номерами, которые вы сегодня показали. Спасибо вам большое, специально для нас. Прям так симпровизировали. И тоже хочу приобщиться к волшебству и показать некую волшебную минутку. Вот такой вот секрет нашим зрителям раскрыт. Обычно я то на озере Байкал, то в горах. А все на самом деле очень просто. Это тоже иллюзия и волшебство. Спасибо большое.